Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алматы қаласының өңірлік коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі баспасөз конференциясы Қазақстандағы флора мен фауна түрлерін сақтау бойынша 9 айдың қорытындысы туралы болады. Добрый день, уважаемые коллеги. Добро пожаловать на площадку региональной службы коммуникации города Алматы. Сегодняшняя пресс-конференция посвящена итогам 9 месяцев по сохранению видов флоры и фауны Казахстана. Біздің құрметті спикерлерімізбен таныс болыңыздар. Скляренко Сергей Львович, Қазақстан биоалуан түрлілікті сақтау қауымдастығының ғылым жөніндегі директоры. Бекзат Айтжанов, Табиғат медиа порталының редакторы. Скляренко Сергей Львович, директор по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия. Бекзат Айтжанов, редактор портала Табиғат медиа. Сергей Львович, вам слово. Доброе утро. В последние 20 лет Казахстан добился заметных успехов в сохранении биоразнообразия. Отметим, что заметно выросла численность ряда видов. Сайгака до почти 4 миллионов голов, что кратно превышает максимумы, известные за последние 50 лет. Кулана до 4,5 тысяч голов. Растет численность казахстанского горного барана или архара, бухарского оленя, джейрана, снежного барса, тиньшанского бурого медведя и других видов. Успешно развивается сеть особо охраняемых природных территорий. Это то, чем Казахстан занимался с момента обретения независимости. За последние годы, начиная с 2018, например, созданы 2 резервата Батиерда или Балхаш, 2 национальных природных парка Улытау-Тарбагатай, общей площадью около 1 миллиона гектаров. Расширен заповедник Барсатель-Мес, проектирование новых ОПТ продолжается. Совершенствуется законодательство. В этой работе активно участвуют не только правительственные, но и негосударственные организации. В Казахстане больше 30 неправительственных организаций занимаются вопросами воспроизводства, восстановления биоразнообразия, экологическим образованием и развитием основ экотуризма. Одна из них – это Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия, или АСБК. АСБК – это республиканское общественное объединение, созданное в 2004 году здесь, в городе Алматы. Сейчас головной офис находится в Астане, а в Алматы находится научное подразделение АСБК «Центр прикладной биологии» и издательская группа «Табиғат медиа». С момента создания в АСБК выполнено более 200 природоохранных и научных проектов. Так, с 2009 года АСБК управляет 2 охотничьими хозяйствами в Костанайской области общей площадью больше 400 тысяч гектаров. Но на их территории не производится охота, а ведутся научные работы и охрана. По факту это такой большой негосударственный заказник. На базе охотхозяйств создан экологический парк Алтысай. На территории резервата Алтын-Дала АСБК содержит центр реинтродукции копытных для кулана и лошади Пржевальского. Общая площадь загонов центра составляет почти 150 га. Это примерно в 5 раз больше, чем площадь Алматинского зоопарка. АСБК – член Международного альянса охраны птиц BirdLife International, в который входят 127 организаций по всему миру. Из достижений за 20 лет работы можно отметить следующее. Проведена инвентаризация и описание 127 ключевых орнитологических территорий международного значения по всему Казахстану. Это участки наиболее важные для жизни птиц, закрепленных законодательный статус. Подготовлены обоснования на создание резерватов Алтын-Дала, расширение Эрдис-Тургайского резервата, разработаны обоснования на создание национального парка Улытау, который создан, на экологические коридоры Эрдис-Тургай-Желаншик, Капчагай-Балхаш. Впервые в мире разработана методика отлова сайгаков с целью мечения ошейниками со спутниками-передатчиками. С 2009 года помечено 183 сайгака. Это совершенно уникальное достижение. Ведется круглогодичный мониторинг перемещений животных. Впервые в мире также помечены спутниковыми передатчиками редкие кулики-кречетки, выяснены пути их миграции, найдены новые места зимовок. Подготовлено биологическое обоснование в свое время на запрет весенней охоты в Казахстане, благодаря которому весенняя охота была остановлена на 4 года. Наконец, в список редких и исчезающих видов животных включены лошадь Пржевальского и леопард. В 2021 году теперь эти виды находятся под охраной. На сегодняшний день ведется работа по следующим наиболее интересным и важным направлениям.
Идет работа по сохранению ключевых видов и территорий вдоль двух крупнейших пролетных путей, которые проходят через территорию Казахстана. Изучается степной орел, кречетка, редкие виды гусей и савка. Используется также мечение спутниковыми передатчиками, которые позволяют метить, проследить пути миграции вида, выяснить места их остановок на пролете, места зимовок и взять их под охрану. С помощью передатчиков выясняются даже причины гибели птиц. Идет большая работа по снижению влияния линейной инфраструктуры на диких животных. Линейная инфраструктура – это дороги, пограничные заграждения, которые при определенных условиях мешают животным их пересекать, особенно крупным копытным, и могут нарушить полностью их воспроизводство и вызвать сокращение численности популяции. Эта работа идет вместе с Комитетом лесного хозяйства и животного мира и пограничной службой КНБРК. Есть достаточно хорошие результаты. Интересные проекты выполняются по обеспечению и поддержанию подходящих условий обитания для городской фауны. То есть идет отработка в настоящее время с акиматом Астаны по сохранению озер Талдыколь, которые находятся в городе. Наконец, продолжается мониторинг ключевых орнитологических территорий водно-болотных угодий международного республиканского значения. С 2008 года АСБК совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира, международными партнерами, среди которых Fauna Flora International, Королевское общество защиты птиц, Франкфуртское зоологическое общество, реализует природоохранную инициативу Алтын-Дала по сохранению и изучению степных экосистем. Эта работа, наша общая, отмечена такой большой международной, даже не премией, большим международным грантом Earthshot Prize, в числе 3 лучших природоохранных проектов по всему миру в прошлом году. И если Сайгак, благодаря прежде всего охране Охотзоопром, уже, в общем-то, восстановлен, то по Кулану и лошади Пржевальского сейчас идет работа по реинтродукции на базе центра. По реинтродукции Кулана получены очень интересные результаты. Перевозки куланов начаты в 2018 году. Тогда 9 зверей перевезено из национального парка Алтын-Эмель. Сначала возили воздушным транспортом. Далее опыт показал, что это невозможно для обеспечения достаточного количества зверей для создания новой популяции из-за огромных расходов. И в 2024 году была проведена первая перевозка более чем 20 куланов в автомобилях на расстояние более 2100 километров, занятые 50 часов. Это тоже совершенно уникальная вещь в мировой практике, перевозка копытных на такое расстояние автотранспортом. В этом году эта группа куланов уже выпущена в природу и перевезена следующая группа, тоже более 20 зверей, тоже из Алтын-Эмели. Сейчас они находятся на передержке. Лошади Пржевальского, 7 голов первые, завезены в центр реинтродукции в 2024 году. И еще 7 лошадей в этом году, буквально 2 месяца назад. Первая группа лошадей прошлогодней уже находится на воле, они выпущены. А вторая группа находится пока на передержке в вольерах. Кроме названных работ идет активная работа с населением, в том числе школьниками, студентами. Практически во всех проектах есть компонент информирования, но велись и специальные работы в этом направлении. О них расскажет мой коллега Бекзат. Рахмет көп. Баршаңызға қайырлы күн, мен атым Бекзат. Сергей мырза айтып кеткенде, АСБК 2004 жылы негізі қаланғалы, ғылымға сүйене отырып, табиғат қорғаумен айналысып қана қоймай, сондай-ақ халықпен де жұмыс істеп келе жатыр. Сондай халықтың бір бөлігі ол студенттер. 2022 жылы Chevron компаниясының қаржылы қолдауының арқасында АСБК Chevron компаниясымен бірлесе отырып Students for Nature деген жобаны бастады. Ол 2022 жылы басталып, сөйтіп 2023 және 2024 жылдары 3 жыл қатарына жалғасты. Бұл жобаның мәні неде? Ол студенттер Қазақстанның түкпір-түкпірінен Атырау, Алматы, Астана және Орал қалаларынан жиналған студенттерді бір орынға қорғалжың қорығына жинап, оларға бір апталық лагерь ұйымдастыру. Осы лагерьде олар дәріс тыңдайды, териологиядан және орнитологиядан, зоологиядан түрлі машықтарды үйренеді. Сандарға келетін болсақ, 700-ге жуық студент осындай ашық дәрістерге қатысты университет базаларында. Соның 300-ге жуығы құстың нақты түрін анықтау машығын үйреніп кетті. 100-ге жуығы мектептерде қалай экосауат жұмыстарын жүргізу керек, және де жабайы жануарларды қалай бақылау керек, құстарды қалай санау керек, және экспедицияларды немесе мониторинг қалай жүргізу керегін үйренді.
АСБК-ның тағы да сәтті жобаларының бірі ол табиғат медиа онлайн журналы. Қазіргі таңда ол Қазақстандағы ғана емес, сондай-ақ бүкіл әлемдегі табиғат туралы, табиғат қорғау мәселелері туралы жазатын онлайн журнал қазіргі таңда қос тілде жүргізіледі, қазақша және орысша. АСБК-ның сондай-ақ Алматы қаласында АСБК баспасы бар. Біз жыл сайын кем дегенде бір данадан әртүрлі кітаптар шығарып тұрамыз, қазақша және орысша қос тілде. Ол жануарлар туралы, құстар туралы немесе жалпылай табиғат туралы. Сондай мысалдардың бірі ол 2014 жылы орысша шыққан «Полевой определитель птиц Казахстана» дегенді біз Қазақстан құстарының далалық анықтағыш ретіп, арада 10 жыл өткеннен кейін қазақша шығардық. Содан бөлек 2023 жылы Қазақстан дала аңдары қазақша және 2025 жылы соның орысша нұсқасы «Степные звери Казахстана» шықты. Осымен менің сөзім тамам. Рахмет. Ақпаратыңызға рахмет. Коллеги, далее мы переходим к сессии вопросы и ответы. Әріптестер, енді біз сұрақ-жауап бөліміне өтетін боламыз. Әдеттегідей, екі сұрақтан артық емес, және осы тақырып аясында қойыларыңызды сұраймыз. Первый вопрос от газеты «Вечерняя Алматы». Добрый день. Я хотела уточнить, сколько проектов по восстановлению природы было реализовано за последние годы и с какими результатами? Спасибо. Я могу сказать более-менее определенно о наших проектах, потому что в целом по Казахстану проектов ведется достаточно много. То есть по изучению работают государственные институты, в том числе Институт зоологии, по сохранению работает целый ряд НПО, но крупные проекты именно по сохранению природы с участием негосударственных организаций, практически все выполнялись АСБК, выполнены их за последние года 3, более 20 проектов, я могу сказать определенно, без точной цифры. По результатам я уже упоминал перевозки куланов, которые шли достаточно успешно, это прямое природоохранное действие. Идет работа по линейной инфраструктуре, тоже уже упоминавшаяся. Сделаны переходы для копытных животных на ряде дорог, спроектированы с участием Комитета лесного хозяйства животного мира. Сделаны переходы в пограничных заграждениях для сайгаков. Идет отработка с российской погранслужбой на западе Казахстана. Переходы, которые я упоминал, это туркменская граница, узбекская граница, точнее, в Приуралье. Проект по гусям. Закончена реализация очень интересного проекта по гусям, по сохранению мест остановок гусей на пролете. Это Северный Казахстан, Кустанайская в основном область. И, пожалуй, из основных. И по изучению много проектов. По изучению довольно сложно перечислять. И государственная, естественная работа, огромную работу ведет государство. Это охрана сайгака, редких видов, это работа особо охраняемых природных территорий и так далее. По особо охраняемым природным территориям можно отметить то, что делается с нашим участием. Это внедрение системы SMART. SMART – международная признанная система. Она регистрации данных по охране, регистрации мониторинга. То есть все, инспектора записывают всю информацию на смартфоны, записывается полностью перемещение мобильных групп, записываются все встречи животных, взаимодействие с браконьерами и так далее. Потом все это обрабатывается в ДИС-программах, анализируется и позволяет значительно улучшить работу службы охраны. Эта система внедрена уже почти в 20 особо охраняемых природных территориях Казахстана при поддержке ПРООН и, естественно, Комитета лесного хозяйства животного мира. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо большое. А какие приоритетные направления вы видите на ближайшие 3-5 лет в деле охраны флоры и фауны Казахстана? Приоритетные направления, традиционно говорят о борьбе с браконьерством, но это касается только, буквально пару, может быть, видов, когда речь идет о коммерческом браконьерстве. То есть борьба с браконьерством, должна быть усилена, это касается прежде всего сокола-балобана. А остальное – это работа по сохранению места обитания животного мира. Самое главное – это сохранение места обитания при развитии инфраструктуры.
Потому что инфраструктура – это то, что делает невозможным существование животных на тех или иных территориях, если она развивается бездумно. Развитие инфраструктуры неизбежно, это очень нужно стране, но все это должно делаться так, чтобы нанести минимальный ущерб. То есть все это должно делаться при научных обоснованиях и так далее. Естественно, следующее направление – это совершенствование системы особо охраняемых природных территорий, улучшение работы уже имеющихся, само собой. Это работа в улучшении работы лесного охотничьего хозяйства, рыбного хозяйства. Собственно, целый ряд приоритетных направлений разработан большой группой экспертов, и сейчас они все изложены в концепции сохранения и рационального сохранения и использования биоразнообразия Республики Казахстан на 2025-2035 годы. То есть десятилетняя концепция сейчас она находится на утверждении в правительстве. В общем, она находится в доступе, с ней можно ознакомиться. Наталья, спасибо за вопрос. Следующая газета «Время». Сергей Львович, здравствуйте еще раз. Вопрос такой, скажите, пожалуйста, какие виды животных, птиц сейчас находятся на грани исчезновения в связи с активным ростом городов, загрязнением воздуха? Ну, то есть вот мы с вами встречались в питомнике Сунгар, помните, про хищных птиц, вот особо был разговор, потому что как раз вот то, что происходит с нашими городами, особенно с Алматой, с агломерацией, это влияет на жизнь многих животных. Ну, в частности, вот про птиц речь тогда шла. Но я хотела и про других спросить, какие представители нуждаются сейчас в особой защите? Вот какие тенденции вы видите? Ну, вот, поделитесь, пожалуйста. Как я уже говорил, основная проблема для зверей, птиц и других видов животных – это прежде всего сохранение места обитания. Сейчас это, в общем-то, ключ. Что касается… То есть целый ряд видов находится под угрозой, да, это рыбы, но города здесь ни при чем. Рыбы, какие-то виды беспозвоночных могут исчезать даже до того, как мы их откроем, как их откроют специалисты. Растения локально. Если мы говорим именно о влиянии городов, то есть развитии населенных пунктов, то прямой угрозы существованию каких-либо видов вот в целом они не несут. Эти виды исчезают локально, именно на территории населенных пунктов, городов. То есть если мы возьмем тот же Алматы, то у нас вот здесь общее место, последние лет 10 все говорят о том, что стало меньше воробьев, там 20 даже, пожалуй. Это действительно так, численность воробьев действительно сокращается, не только воробьев, деревенской ласточки сократилась численность заметно, сократилась резко численность древесно-кустарниковых видов птиц, таких как славки, там практически исчезли сорокопуты и так далее. Это связано с тем, что меняется структура города, структура застройки, то есть исчезает частный сектор с огородами, садами, то есть с разнотравьем. И для птиц исчезают условия для гнездования и кормовая база. Это то, что происходит в городах. Города, конечно, могут это поправить соответствующим образом, планируя развитие зеленых насаждений, делая правильный подбор пород, сокращая использование средств защиты растений, которые сокращают численность насекомых и так далее. То есть тут есть целый ряд мер, которые могут быть предприняты. Это вот что касается городов именно. Очень локальное изменение численности видов. В целом на состояние видов это, может быть, только для воробьев это может работать, но в населенных пунктах поменьше это воробей есть. Кстати, воробей сокращается по всей Европе. Это тенденция не только наша, общая. Вот это сокращение численности воробьев, и часто даже не совсем понятно, в связи с чем это происходит. Спасибо. А вот еще один вопрос дополнения. Скажите, пожалуйста, вот то, что у нас активно застраивается сейчас алматинская агломерация, расширяется, вот я слышала такое мнение, что почему в городе стало больше крыс, почему в городе появились змеи, потому что нарушаются, естественные места обитания, то есть у нас застраиваются там степи, застраиваются поля. Вот, насколько такие мнения имеют почву? Вот это правда, что к нам сейчас вся живность, которую, скажем, потревожили, она пойдет в города? Или это просто слухи? Пойдет тут не совсем точное выражение. Она живет там, где жила.
Это город к живности пришел. Не живность пришла в город, а город пришел к живности. Это касается тех же змей каких-то видов в нижней части города, той, которая выходит уже практически в зону полупустыни. То есть у нас же город, у нас вертикальная зональность очень выраженная в Алматы. То есть у нас нижняя часть города находится в зоне сухих степей и заходит даже краешком где-то в зону полупустыни участками. А верхняя часть города – это зона подгорных степей. Но я уж не беру в город в современном смысле, куда включили вообще Среднегорье формально. Но если я говорю о городе, в смысле городская застройка. То есть то, где живет основная масса людей, где живут люди. Так вот, это город пришел к животным, и животные просто цепляются за остатки пригодных мест обитания, выживают те же самые змеи и так далее. Крысы, крысы пришли с человеком. Это не природный объект, он не пришел из природы. Его принесли сюда люди, он с людьми живет, и борьба с крысами – это отдельная история, это тяжелая история, отдельная тяжелая история. Хорошо, спасибо, Сергей. Следующий вопрос от телеканала Алматы. А насколько активно Казахстан уже применяет современные технологии, дроны, спутники, базы данных для отслеживания и охраны редких видов? Или это пока больше на уровне пилотных проектов? На уровне пилотных. Пока на уровне пилотных проектов современная технология. Спутниковые передатчики активно используются для изучения животных. Вот это мечение сайгаков, о котором я говорил, ошейниками со спутниковыми передатчиками. Кстати, оно довольно неплохо помогло охране, поскольку пока было достаточно много сайгаков, численность была низкой. Мы постоянно передавали сведения в Комитет лесного хозяйства животного мира, в Охотзоопром. Они давали эту информацию мобильным группам инспекторов, и инспектора могли контролировать, где находятся основные группировки сайгаков. Это помогало охране. Кроме того, на основании вот этих данных были спроектированы новые особо охраняемые территории, в частности, резерват Батиерда, скажем, в обосновании. Использовались данные по мечению сайгаков и расширению Ирдис-Тургайского резервата. Сейчас дроны используются только как пилотные проекты. Только пилоты, то есть проведены работы, что-то мы пробовали делать, Институт зоологии пробовал делать, какие-то другие компании пытались, ВВФ считал зверей в Иле-Балхашском резервате. То есть пока пилоты, там куча технических сложностей. Спутниковые снимки, к сожалению, работать пока не будут. При современных ценах, современных технических возможностях спутниковые снимки для учета того же сайгака совершенно нереальные. Суммы получаются просто запредельные. Спутниковые снимки используются для контроля состояния местобитаний. Уже давно в Казахстане, давно и активно Казахстан это использует. Просто состояние ландшафтов – да. Остальное – пилоты. Спутниковые передатчики – да. На снежного барса, кстати, Институт зоологии ставил передатчики очень успешно, получил массу интересной информации. Спасибо большое. Спасибо. Также здесь газета «Вечерняя Алмата» направила вопрос, позвольте прочитать. Насколько активно ведется сотрудничество между государственными структурами, бизнесом и неправительственными организациями в этой сфере? Я могу сказать на нашем примере. Сотрудничество с государством очень хорошее, поскольку в казахстанских реалиях без активного сотрудничества с государством никаких значимых результатов добиться нельзя. Дело, во-первых, в масштабах. Казахстан огромная страна, и, как правило, любые неправительственные или научные организации, они ограничены по возможностям территориально, материально и так далее. То есть что-то хорошее делается на уровне пилотного проекта, потом оно внедряется. Или что-то внедряется сразу на уровне республики. Так или иначе, сотрудничество сейчас идет достаточно успешно. Министерство экологии и природных ресурсов абсолютно открыто к сотрудничеству с любыми организациями, которые готовы с ним работать и конструктивно взаимодействуют. Бизнес, корпоративный сектор, да, делает свой вклад.
Ряд компаний работают активно, тот же уже упоминавшийся «Шеврон». Мы работали в свое время с ERG, работали с Соколовско-Сарбайским ГОКом, работали с Каспийским трубопроводным консорциумом, они поддерживали работу по Сайгаку, с Транскомом и так далее. То есть с рядом организаций. Они поддерживают, бизнес поддерживает природоохранные проекты конкретно в областях, не обязательно через НПО, просто через местные власти. То есть, в общем, сотрудничество достаточно неплохо в Казахстане налажено. И вот глядя с точки зрения НПО, могу сказать, что государство к такому сотрудничеству открыто. Спасибо вам, Сергей Львович. Құрметті әріптестер, тікелей эфиріміздің уақыты аяқталуға тамам. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Қош сау болыңыздар. Уважаемые коллеги, на этом прямой эфир подошел к концу. Всего доброго. Благодарим наших спикеров за ответы. Коллеги, вас за участие. До свидания.